Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, уважаемые братья и сестры. Это вторая часть уже интервью с Абдурахманом Баснукаевым. Тема у нас хетты и чеченцы. Дело в том, что никто не утверждает сейчас, в данном случае имеется в виду, просто идет сравнительный анализ, как обычно делается, и другие народы это делают в своей истории, сравнивают свой язык с другими и так далее. Поэтому сейчас идет вот такая база и доказательства, что есть схожести, что есть понимание, что есть, опять же, не просто, как я сказал, похожие слова, как и в других языках на наш язык. Дело в том, что тут и правила, и многочисленное единственное число, все это, концовка, окончание, все это есть, присутствует. Но чему это высорвался, и цац болнах ега, но чему это хунца дош, камел, что не модно стало бош, камел деш беша, что дихардуса, тажим шей квартес уайлет, но модалиш ас иштайлер, тажим уайлет, хун деш тути хакар, камел эрси маттах, ويليتيشك تعمو إذا простойهم تأهتم مدرر تقي مغياتيش إنزلي أدم تياتس دوقش هاتر دوقش إنجلز ما تعون سبيوت بات همتا في الدنيا دوزي تلوش للا إنجلز ما تعون نوحشي مدو سيدا يغيرشي وين نوحشي هم شويت سو ناتسجينا سو جيناش أرسي ما تاجينا نوحشي تيا دوزوجي هم شدوش بول تندلا أرسي ما تقيتش بول نهبري ترجر حيوت نوحشي شالا تقردوت نوحشي ما تون سبيوت أش بول نهبات Церк ночи мод быть ичи, мы их не понимаем, ол так, это а церк ночи мод быть, о, хаюцурду, хуюцурду. Двадцать церк гайским мод так, дючь так хаюцурду ночи история. Церк ночи историю мод. Цундер ночи адбитиш ночи история, иц верси мод так. Сунза уже хазнеазан цех цосаш, лили, что это? عمد عيالشون قسم تيتو خلو وقدر ونس مثلا إخاتي وش ونسير هم كل هم دو عاموش تدغير شا تا نوغشي شا ووشق قد شين وقع شين متا حديثنا تا إش غا إرسي متا قيش متا تسارة ديتنا حاريت عن دو حال هم خيقدر بوش أميال شا خيقدر وقميال دو ريز بوش بش بوي صندل ويديت كودو داخا إتشا ويدشت القميال مش تديون دو داخا إتش تصنع دو إرسي متا دويتش إش نوغشي مت سبي شي نوغشي مت دو حال بول شي مود ندوي داتي بوش ليلوش مداتير نجا أحسن نوغشي نوغشي مثلا خم ديش وات حاري أحمد سكن الله ينخجاتر يا أس يتيم خارج ينخجا ياتر ليرين يتيم خارج يتيج يشير إمتنش كي gosh خدا والش جوستك نخشم تي نخشم تديش وليلو دوش مداتير بحن إدو Итак, Абдурахман, мы с тобой остановились, уже немного начали диссертацию. Ты привел уже, если я не ошибаюсь, 4 аята или 2 аята в начале, да, как ты начинал уже. И дальше, что ты написал, о чем диссертация? первое, что у меня разъясняется в этой диссертации, это я объясняю термины, да, которые важно их знать. Например, как шариат, да, мы часто используем слово шариат, вот, что означает шариат. И такие важные термины, например, атеизм, да, коммунизм, что это означает. И, например, важность и значимость нравственности в исламе. То есть все это объясняю. Это мы слышим от наших ученых, и так много есть. И есть много проповедей вот именно на эту тематику, поэтому это все пересказывать не будем. И сразу перейдем к разделу хэттов, связи чеченцев с хэттами. И начиная свою тему про хэттов, я здесь говорю о корнях чеченцев. И первым, то есть самый дальше, самый вот, исторически дальше всего у нас вот стоят хетты, да, на данный момент. И это вот то, что мы предполагаем, что чеченцы имеют корни там. И вот здесь я рассказываю то, что след хеттов потерян в истории. И ничего о них не было известно, кроме упоминаний у египтян, то есть на стенах упоминаются хетты, также они упоминаются у ассирийцев и в Вавилоне. Также
в Торе, Ветхом и Новом Завете. То есть там они упоминаются, дальше информации о них нет. Единственная подробная информация о них это э, вот более раскрыто, это их упоминание у египтян. И упоминаются они именно там, где говорится про битву при Кадеше, которая состоялась в 1274 году до нашей эры. И там говорится так, что Рамзес, это Рамзес второй, если что, это именно тот фараон, который Правитель был, Египта, да? Фараон да, Египта. правитель Египта. И это именно тот фараон, который был во времена пророка Мусы, алейхиссалату вассалам, о котором... И вот Рамзес и его войска атаковали армию врагов 6 раз, то есть армию хеттов. И шестая атака оказалась решающей. Хетты отступили в город Кадеш, и их царь послал посла к Рамзесу с предложением мира, обращаясь к нему с мольбой, полной боли и унижения. То есть они были повержены якобы. И в этом письме говорилось: «Разве хорошо, что ты уничтожаешь своих рабов?» То есть хетты уже себя рабами называют. «Когда твое благородное лицо смотрит на них без милости», то есть обращается к Рамзесу. «Вспомни, что ты сделал вчера, когда пришел и убил сотни тысяч из нас. Придешь ли ты снова сегодня и уничтожишь остаток наших людей? Не будь жестоким, о доблестный царь, ведь мир лучше, чем война». И Рамзес склонен был согласиться ради самого себя, так как война измотала его, а также ради своей армии и пощады врага. Однако он решил узнать мнение своих людей. Он вызвал глав своих войск, кавалерию и пехоту, собрал их вместе и сообщил им предложение царя хеттов. Они единогласно ответили: «Мир – это великое благо, он наш повелитель, и в мире нет ничего плохого», то есть заключение мира. «Если ты его утвердишь, кто же осмелится противиться твоему гневу?» Проявив великодушие, Рамзес позволил себе согласиться с мольбой врага, протянул руку ради мира и вернулся вместе с войсками в Египет с чувством безопасности. То есть это то, что написано на стенах египтян, то, что записано у египтян. И слуги Рамзеса запечатали детали битвы при Кадеше письменно и в виде изображений на стенах храмов. Они Абдурахман, также... извини, это битва при Кадеше, это против Рамзеса хетты, когда воевали, да? Да, да, Посмотри, да, а хетты, они обращаются уже как к Рамзесу, как будто они рабы, типа... да, да, вот это так записано на Мгм. стенах. Слуги Рамзеса запечатали детали битвы при Кадеше письменно и в виде изображений, это мы сказали. Они также записали эти события на папирусе для бумаги, э, для памяти, гордости и изучения. И вот эта версия оставалась доминирующей среди историков до тех пор, пока в 1906 году ученые не обнаружили остатки хетского государства в городе Богаскёй в Турции и нашли их столицу Хаттусу, то есть Хаттуса, столица хетского государства. Благодаря этому выяснились детали мирного договора между египтянами и хеттами. Историки говорят, что им посчастливилось получить как иероглифические, так и клинописные тексты этого договора. В египетском тексте упоминается, что царь хеттов Хатусили, это имя царя хеттов Хатусили. Здесь очень важно обратить внимание на вот это имя Хатусили. Э, Это, конечно, дальше будут уже хетские слова, которые похожи на чеченские. Но это, я думаю, на вот это название тоже стоит обратить внимание. Почему? Потому что столица хеттов Хаттуса, а царь здесь написан как Хаттусили. Хаттусили. И если посмотреть на это с чеченского языка, то очень похоже на Хаттуси Эли. Хаттуси Эла. Эл это означает правитель.
или хозяин, да, вот тот, кто господствует. Да, да, да. Вот здесь указан как хатусили. Вот это очень похоже. Тем более, что царь, он не может же иметь название города. Вот, ну, вот такое имя. Вот в египетском тексте упоминается, что царь Хеттов Хаттусили послал послов, предлагая мир Рамзесу второму. Вот как они указывают, египтяне, правителю, который устанавливал свои границы там, где хотел, в любой стране. Вот, то есть вот такой вот правитель. Но в то же время, вот после раскопок обнаруживается в хеттском тексте, что именно Рамзес II первым предложил переговоры. То есть он сам, Рамзес II, сам первым предложил переговоры. И он предложил заключить мир. Вот. И некоторые ученые, изучив вот эти подробности и детали, говорят, что Рамзес II проиграл в этой битве. Он 100%, он не выиграл эту битву, он ее проиграл, но объявил о своей победе. Вот ученые говорят, что на самом деле он просто спас свою армию от гибели. То Вот есть так вот. заключив договор, да, если я правильно понял, типа. Не, они напали на них. А. Они напали. Хетты напали, хетты. Не-не-не, египтяне напали на А, хеттов. египтяне напали, а. Да, египтяне напали на хеттов, Мгм. проиграв битву. Вот дальше здесь рассказывается, что из этого, на самом деле он просто спас свою армию от гибели. Себя и свою армию. Важно. И это следует, из этого следует, что хетты в своих текстах отрицали, что просили у Рамзеса мира. То есть не они просили мира, а он сам предложил. В других М. версиях утверждают ученые, что Рамзес отступил, отчаявшись, и что в версиях, то есть хетты говорят, да, то есть это уже версия хеттов, в других версиях, что Рамзес оставил их, отчаявшись. То есть он понял, что он не сможет завоевать их земли, и что они, то есть хетты, преследовали его войско до тех пор, пока они не отступили. Вот так вот. А самый Рамзес, который враг Аллаха, который против Мусы, да, Алис? Да, да, это он. То есть он не Ну, выиграл такой, эту войну. вообще, такой недочеловек, только он может все что угодно придумать. Да, да, поэтому я вот это захотел добавить в свою диссертацию. Почему это важно? Вот можно было бы сказать, что просто было такое государство и так далее и тому подобное. Просто вот эту историю, раз тематика такая историческая, хронология событий, да, вот это, по вот этой вот тематике, так, вот эта атмосфера, где идет хронология событий, тоже хотел это добавить и указать на очень важную деталь. То, что ложь египтян была разоблачена спустя 3100 лет. Даже в этом вопросе. Что значит даже в этом вопросе? То есть текст я написал не просто ложь египтян разоблачена спустя 3100 лет. Там добавил даже в этом вопросе. На что я указываю? На то, что ложь египтян, вот этого фараона, который называл себя Богом, он называл пророка Мусу, алейхиссалату вассалам, сумасшедшим. Он много лгал. И вот эта вся ложь, она э, указана в Коране, что он лгал, лжец был. И спустя 3100 лет их ложь проявляется и здесь. То есть их вот эта версия, то есть насколько это должен быть позор, чтобы спустя 3100 лет, вот история знает вот эти события, как будто правду египтяне выиграли, оказывается, они проиграли это сражение, и их вот эта единственная версия, известная о хеттах, она оказалась ложью. И я вот добавил здесь, вот почему я решил это упомянуть, чтобы указать на очень важный момент именно со стороны религии. И я говорю, свят тот, кто сказал о них, то есть о фараонах. Это в суре Аль-Касас, 28 сура. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً. То есть после того, как Аллах их уничтожил, Он в этом мире наслал на них проклятие. То есть Он их уничтожил, и в этой мирской жизни Он наслал на них проклятие. И муфассиры объясняют это вот слово проклятие, то, что это позор и унижение.
То есть на них вот это позор и унижение будет лежать до тех пор, пока будет существовать вот эта мирская жизнь. И вот в этом моменте мы снова это видим. Вот с момента ниспослания Корана 1400 лет, да? Вот, и даже спустя 1400 лет вот эта вот правдивость Корана и сейчас вот проявляется, не перестает проявляться. Вот, дальше, что касается хеттов, то их упоминание в истории начинается, то есть именно временное, с 2500 года до нашей эры и заканчивается около 1200 года до нашей эры, когда я государство рухнуло под ударами народов моря, пришедших с запада. Э, Стоит отметить в связке чеченцев с хеттами, что прошлое чеченцев утрачено. То есть сегодня есть мы, чеченцы, наше прошлое вот утрачено, да? А куда исчезли хетты после падения их государства, тоже остается непонятным. То есть куда они делись, тоже непонятно. То, что их государство рухнуло под ударами вот этих народов моря, э, то есть их государство не сразу рухнуло. Вот эти народы моря, они наступали, наступали вот постепенно, и хетты, они, осознавая, что вот не выдержат вот это все количество людей, они не просто бросили землю и отступили, они сделали это не сразу, то есть грамотно, тактично, планируя свои дальнейшие действия. То есть хетское Мгм. царство, оно не резко рухнуло. Они сами грамотно, вот, тактично, технично куда-то они ушли. Мгм. И куда они ушли, это непонятно. То есть вот это, видим, вот здесь вот есть связь, логика есть. Прошлое чеченцев неизвестно, откуда они пришли. Куда ушли хетты, тоже непонятно. То есть, но вот это тоже есть указание. А куда исчезли хетты, тоже непонятно. Их судьба остается загадкой. То есть это, я еще хочу добавить то, что это научная работа, и здесь все, что я говорю, я оставляю ссылку. Где, в какой книге, кто это сказал. То есть это ученые говорят, я просто связал это. Это очень важный момент, я тоже дополню, дополнение от себя сделаю, это очень важный момент, то, что ты сказал, хорошо, что ты это отметил, потому что смотрящие люди, э, например, да, откуда ты знаешь, у тебя что есть там исторические знания и так далее, правильно сделал, что сделал это, так сказать, сделал отметку, что ты ссылаешься на ученых, то есть ты не обязательно приводишь имена ученых, но ты составил свою работу на ученую, на те, что они разобрали, то есть люди, которые делали, да, уже исследования. Да. Всё. Книги есть, и название книг, и страница указана, и кто автор. Это все данные нужно оставлять в научной работе. Вот, то есть куда делись хетты, непонятно, кроме упоминания о меньшинствах, которые были на сирийских землях. То есть меньшинства, то есть они где-то встречались, да, вот как представитель этого народа, вот, но уже не как целое царство. И в вступлении своей диссертации я указал на еще один важный момент. Так как о хеттах информация из, например, Тора, да, или Ветхий Завет, я брал информацию из этих книг. И кто-то может сейчас упрекнуть, типа, это книга иудеев там, или христиан, ты берешь у них или что-то подобное. Поэтому я хочу вот этот момент тоже сейчас сразу решить. Я это указал в своей диссертации тоже. То, что я беру у них исторические события. Я не беру у них их убеждения, которые у них там есть. Чисто исторические события. То, что это было так-то и так-то вот в это время. Вот. И вот эта книга называется «Книга царств». В первой книге царств говорится, что хетты были в армии пророка Давуда, алейхиссалату вассалям. Пророк Давуд, алейхиссалату вассалям. Они были в его армии. И еще воин на пути Аллаха, о котором были ниспосланы коранические аяты в словах Всевышнего. То есть это
وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. То есть это и пришла ли тебе весть о тяжбе, когда они перелезли через ограду. То есть история известна, когда они зашли к пророку Давуду, алейхиссалату вассалам, вот эти два человека, они потом оказались ангелами. Вот эта история, вот сейчас повторять не хочу эту историю. И вот почему эта история важна, то что э, вот этот военный, которого пророк Давуд, алейхиссалату вассалам, отправлял на войны, его звали Урия, сын Ханана. И его жена, на которой потом женился пророк Давуд, алейхиссалату вассалам, после смерти вот этого Урии, э, была матерью пророка Сулеймана, алейхиссалату вассалам. То есть это упоминается в тафсирах. Это упоминается в тафсирах. И почему вот это мы об этом сейчас говорим? Потому что вот этот Ури тоже был хеттом. То есть вот этот воин, он был хеттом. Э, И также говорится, что вот этот Ури, вот несмотря на то, что он был не евреем, но он был в числе лучших войск пророка Давуда, алейхиссалату вассалам. И также вот на это я еще что хочу сказать. Э, Например, евреям это, вот, например, они были против того, чтобы их кровь перемешивалась с другой нацией. Ну, я То есть думаю, им- и сейчас они против. да, да. То есть и тогда им это не нравилось, и, и сейчас им это не нравится. И То есть они поэтому, называют гои других, да? То есть это другие, это те вообще изгои, короче, это не наши, типа, это да, особая нация, избранная нация и так далее. да, это тоже всем известно, и поэтому я не вижу у них мотивации говорит, что пророк Сулейман, алейхиссалату вассалам, имел нечистую кровь. То есть вот эта информация рассказывается и в наших тафсирах тоже. Вот, то есть это о хеттах. И еще про вот это Урию я еще что хочу сказать. Он постоянно вот, во всех вот этих завоеваниях и войнах он участвовал, вот этот Урий, воин Давуда, алейхиссалату вассалам. И когда ему Дауд, алейхиссалату вассалам, сказал вернуться, чтобы отдохнуть, потому что он постоянно в войнах, вот этот Ури ответил, э, вот, не подобает мне лежать дома и отдыхать, когда другие военные воюют. То есть он отказался даже возвращаться и отдохнуть. То есть вот такой, с таким характером был человек. Хеттянин был. Хет. Так, дальше, то есть это вступление краткое о хеттах. То есть когда они были, что о них известно, и ложь вот этих фараонов. И ну, все, что мы сейчас сказали. Теперь язык. Вот сейчас очень важный момент – это язык. Э, Тот, кто изучает или знает чеченский язык, находит слова и грамматические структуры, схожие с другими языками. Вот важное слово «схожие». Я не говорю, что кто-то от нас, у кого-то что-то появилось, у кого-то мы взяли или кто-то у нас взял. Я говорю «схожие». Вот это факт. Схожие. С другими языками. Например, в английском языке. То есть схожий с английским языком. Никто ни у кого не взял на данный момент все, что известно, то, что схожий. Да, научного Слово, факта например, доказано нету. да. То есть я не утверждаю, кто у кого взял, просто факты привожу. Английский язык. Вот, area, 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 тот же смысл, area. Dad, dad, мы говорим dad. Отец. Да. Да. И в английском языке вот это слово dad как используется для отца, так и для дедушки. То же самое и у нас у чеченцев dad и для отца, и для дедушки. То есть в обеих языках вот это так и используется. Day, де, день, то есть day, де. Приказная форма do, де, do, де. И go, го, go, го. То есть схожие. Также с другими языками, как французский, например. Я французский, конечно,
Не знаю, но просто Я знаю, немного. сейчас скажу, смотри. Le premier, je serai rentré serai. Перевод только не спрашивай. Вот. Вот что здесь важно, это вот je suis, например. Je suis. Во французском je so, suis vous. Je suis so vous. То есть я есть. Конечно, с изменениями, но видно, что у обеих языков вот есть корень. Также вот, ну, как мы знаем, вот эти французские и испанские языки, они называются, происходят от латинского языка, поэтому в них есть схожесть. Вот в испанском языке, например, глагол неопределенной формы как образуется? Добавлением «ар» в конце. «Ар». Например, «trabajar» – работать. Э, «Hablar» – говорить, например. «Hablar», «trabajar» и так далее. Почему это мы сейчас об этом говорим? Потому что в чеченском языке тоже глагол неопределенной формы имеет такое окончание. Вахар, вар, яар, малар, дицар. Вот ар в конце. Так, во французском языке тоже есть вот это окончание ар. Просто французский язык, он звучит по-другому. Например, слово travailler, например, travailler. Произносится travailler, но пишется travailler. То есть ер, тоже глагол неопределенной формы, такое же окончание имеет. Или parlons, то есть parlons, да. Пишется parler, parler, то есть говорить. Тоже глагол неопределенной формы, такой же rr в конце. То есть мы видим здесь, что схожи. Опять же, еще раз повторяю, последний раз больше не хочу повторять. Я говорю схожи, а не кто-то у кого-то взял. Арбу муатта, нохчи муаттхал буй бош. Бега Абдурахман смысловой перевод эльча, нохчи муаттаха. Абдурахман, да, один как раз этот момент. Айт, да, 14 сура. «Вама арсална мир расулин илля билисани каумихи лиюбайина лахум». Мы не отправили ни одного посланника, кроме как говорящим на языке своего народа, чтобы он донес до них и объяснил им. Цунде ла лерми нохчи. Тадалах. Мухаммад саллаллаху алейhi вассалам арбу. Сааши куят, сутя. قرآن عربو معتاد دو تنده نوتشش خليبو شاش وجهق آيت دودين آيت خشو تعشو قيرا يومش يازد يلداش وباست نادو تنده لا يومش مديت يدوتشاك باشونس تنده لات عبد الرحمن أدينا رولك يقين إن شاء الله إذا شو يعتري ويدا الله. То есть это были языки, да, английский, французский, испанский. Вот, ну, по той же логике, думаю, то же самое вот можно найти и в немецком языке. То есть я это не смотрел. Вот, латинский и германский языки, они в основном схожи. Это одно. Теперь дальше. И есть схожести в турецком языке тоже. Слово буюк, например. Буюк. Бок. То есть большой. Буюк. Гер. Гер означает гар. Видеть. Таким. Тукум. Тукум. То Похоже, есть да. твое племя. Также это сейчас называется группа людей или команда даже. Вот футбольная команда таким тоже называют. Ну, группа. И вея. Вея означает я. Есть то, что мы говорим я. То есть или. У них вея. И следующий момент тоже хочу сразу объяснить, чтобы меня там на меня не набросились. Не закопали Э, боя. вот название Нохчи, Нохчи, некоторые рассматривают как Нохчу или Нохти, Нох, алейхиссалату вассалам. Это одна версия. Я сейчас рассматриваю с другой версии. То есть с добавлением че в конце к слову нах. То есть это в турецком языке есть вот это правило. То есть нахчи, нах это мы, нах. А че это добавление, в турецком языке добавляется для принадлежности. То есть кому ты принадлежишь, кому это относится. То есть нахчи, относящиеся к нахам. То же самое, например,
или чеченский даже, вот такой вот объясняется, нахчи, нахский, относящийся к нахам. Э, И вот это вот че, добавление че в конце наблюдается в других чеченских словах, как, например, эльманча, то есть относящийся к науке, или халк-анча. Халк — это арабское слово «создать», но также создание, то есть люди, да. Халк-анча, то есть общественный деятель, то есть человек, относящийся к обществу, общественный деятель, халк-анча. То есть здесь тоже вот это наблюдается. Вот, ну, это то, что дальше мы уже говорили, то, что арабские слова, которые есть в нашем языке, с приходом ислама вот так вот вошли в наш обиход. Так, идем дальше. То есть это мы сразу указали на то, что да, есть схожесть у чеченского языка с другими языками тоже. Да, есть схожесть, но мы на этом не останавливаемся, у нас тема чуть другая. Чеченцам не позволяли изучать свою историю во времена Советского Союза. И после его падения в 1991 году в условиях двух войн, завершившихся официально в 2008 году, не было источников и возможностей для изучения истории. То есть до этого момента было выживание, так сказать. Я хочу прояснить момент. Вдруг кто-то потерял, там, связь потерял, точнее сказать. То, что он сейчас читает, это диссертация, чтобы вы понимали. Хорошо, он подготовил, он рассказывает ученым, которые будут его слушать, вот, что у нас было советское время, не давали нам изучать историю, чтобы вы не теряли вот этот цепь событий, которые сейчас происходят. Да, и вот и, с помощью Аллаха, не-не-не, официально завершившийся в 2008 году, не было источников для изучения истории, кроме того, что слышали от старших. Вот все, что мы знали, это то, что мы слышали от старших. Об этом мы уже сказали в первом ролике, Мутаватир. С помощью Аллаха начались попытки исследовать происхождение народа, но связь чеченцев с хеттами пока не установлена окончательно и официально. Однако язык является ключевым аспектом в этих исследованиях. Хетский язык оказался сложным для ученых, так как его трудно понять и он не похож на другие языки. И все переводы приблизительные. Вот. Все переводы, которые сделаны учеными, что российскими, что зарубежными, они приблизительные и различаются в книгах. То есть в разных книгах, они вот опираясь на свое мнение или предположение, они разные бывают. Однако каждый, кто знает чеченский, при первом же прослушивании хетского языка ощутит его как нечто похожее на диалект в сравнении с классическим языком. Особенно вот те, кто знает арабский, классический арабский, то есть фусха, когда они слышат диалект любой, вот они вот видят, что есть связь, и что этот язык вот, изменился, и вот ну, по-любому связь есть. То есть это первое, что бросается. Есть множество фраз и слов, связывающих хетский и чеченский языки. То есть множество есть, и я приведу лишь некоторые. Вот это тоже хочу объяснить, как я вот решил. Я вот здесь перечислил те, которые вот, так сказать, очевидны. Да, вот любой, кто услышит, сразу будет это понимать. А есть, и чтобы не растягивать вот эту свою диссертацию, я поэтому сказал, есть множество фраз, я приведу лишь некоторые. Вот то, что я здесь не написал, я хочу просто вкратце объяснить. Э, Вот лучше всего использовать для этого э, хетско-английский словарь. Хеттит Dictionary. Вот так вот назывался, если я не ошибаюсь. Да, вот я в PDF смог найти то, три части, то есть три тома этой книги. То есть все не нашел. Но почему это важно? Потому что вот этих книгах именно хетские слова, они идут по алфавитному порядку. И хетские слова выделены жирным шрифтом. И чисто даже просматривая вот этот жирный шрифт, э, там снова и снова обнаруживаются чеченские правила языка. То есть, например, вот, есть вот «Онах Аллах», «Дьон Аллах», «Дик Аллах», вот это «Аллах» в конце.
То есть, если на русский это перевести, это э, смелость, храбрость, щедрость, да, вот это ст в конце, вот это есть в чеченском языке, Аллах в конце. И вот это снова и снова наблюдается в хетских вот этих словах. Разные слова, но там вот это снова и снова повторяется. Помимо этого, э, вот мы сказали, это в алфавитном порядке все идет, вот в этих книгах. И там вот слово, потом, как оно меняется, там снова все меняется по чеченским, вот, то есть имеется в виду по чеченским правилам, которые есть сегодня. Например, э, например, мур, да, слово мур, мури, мурина, мурьялла, мурья. То есть вот так вот эти слова снова встречаются. Ну, Некоторые мы я, понимаем. извиняюсь, Раман, что перебиваю. Дечк Мюрриала Олкинс, например, ты мне присылал, а на английском был. Это, во-первых, я хотел бы сказать, там один оставил комментарий, который изучайте историю, обращайтесь, там, вот вам историки, Элла Язин Ирк, Занохчевар Мячусо, Аллаху алям. Он написал историков русских. Это уже, да, это были на английском написано Мурьялла. Это хетский язык Мурьялла. А теперь скажите мне, разве у чеченцев нету дечк Мурьялла Цолой, например? Да, Вот. это не одно слово, там Или это снова и снова разве? встречаются. Там много И слов было. что самое интересное, вот Мурьяла и Мурьялла, оба есть, оба. Вот это один пример. И второй, вот просто хочу второй пример привести из этой книги. Вот мое мнение, то, что я думаю, если привести вот этот чисто один момент, это уже является, так сказать, железобетонным 99% фактом, то, что чеченцы относятся к хеттам. Это слово, написано оно лапа, лапина. Переведено это как осветить, светиться. То есть на английском to glow написано, то есть осветить, светиться. Даже сегодня есть вот эта чеченская песня, да, вот, да, «Малепа дошел малх». Ну да, Онах и знаю. полтушек эндешна. Малепа. Лепа означает сиять. И что интересно, ладно, лепа, да, вот у нас чеченцы мы сегодня говорим лепа, а там лапа, лапина, лапья. Ладно, это можно как-то, да, есть что-то, но не до конца. Что самое интересное, там есть лап-лап, слово лап-лап. И они говорят, что вот это лап-лап относится к вот этому слову сиять. Лап-лап, кто знает, это лап-лап, то есть вот сияет вот так. Даже когда вот в шуточной форме, вот есть просто знакомые друзья там вот обмениваются, так сказать, кавычках, любезностями. И один, ну, в шуточной форме кого-то задевает, тот его в ответ задевает, и говорят лап-лап. Что это значит? Это как лампа, да, вот она вот лап-лап два раза вот посветилась, и вот затухло. То есть ты постарался что-то сделать, но ты все равно затух, то есть не получилось у тебя. Вот лап-лап, это есть. То есть и вот так вот, и вот это доступно всем сейчас, что чеченцы, что не чеченцы. Вот эту книгу, если найти, то можете тоже проверить, вот помимо чеченцев, кто еще понимает этот язык, это будет, от этого все будут в плюсе. Нам тоже вот, если мы понимаем, если найдем тех, кто лучше понимает, и нам тоже это будет легче, чтобы, так сказать, не мучиться. А, да, значит, мы были неправы, кто-то лучше понимает. То есть мы готовы к принятию любой истины. Ну и вот так вот. Теперь и слово харс, я сказал в первой записи, харс, харс, то есть когда хлеб станет харс, достать его из печи. И слова, хетские слова, которые схожи с чеченскими. Тива. Как мы знаем, в русском языке и в английском нету гортанных букв, гортанных звуков, такие как да, вот эти. Поэтому, естественно, они пишут это на своем языке. Мы будем сперва зачитывать это как есть, потом как это звучит на чеченском языке. Мы же сравниваем.
Вот тива, тива переведено как приближение. То есть тива, Ага. тива. И здесь сразу бросается в глаза тива, так как это глагол, который состоит из двух частей, потому что ти это используется для всех глаголов, и именно там такой смысл, то есть дополнение к действию, да, то есть ти ва еще приблизиться, да, например, ти язда дописать, Угу. ти ала сказать еще дополнительно что-то. Вот и здесь мы видим приближение, ти ва. Это же на Следующее это хетском у нас, да? да, на хетском, ти ва, там написано английскими буквами, ти ва переводится приближение. Вот Представь, даже тива. на английском переводчике делаешь, что это приближение. А вой ночью вот это модель приближения. Да, тива, да. Следующее. Да, алла. Да, алла. Сказать, сообщить. То есть да, алла. Один момент хочу вам прояснить, вдруг кто не понял. Имеется в виду, когда он читает сейчас на английском, чтобы вы знали. Имеется в виду слова на английском Да, написаны. Хетский да, язык. то есть хет, И, да, и да. хетский, слово хетское идет, эуа, например, а там перевод на английский идет. Из перевода на английского русский означает эуа, это приблизиться, приблизиться. Цунде, вот даже на английский переводы совпадают с чеченским. Имеется в виду хетский язык. То есть здесь я привел перевод точный, то есть то, что они перевели, то, что они перевели, и то, что соответствует с чеченским. И вот это да, алла, да, алла. Это тоже глагол, который состоит из двух частей. Первая вот эта часть да. То есть это глагол, то есть это приказная форма глагола, которая требует действия и завершения вот этого действия. Да, эла, да, вот это и то, что делает глагол завершенным. То есть потом эла, скажи, то есть скажи и заверши вот это действие. Или как да, сеца, то есть замолчи. Да, уйди, то есть уйди вот с концами. Вот, да, Алла, скажи, сообщи. Или сказать, сообщить. Следующее. Вэшан. Нам. Вэшан. Мы или нам. Вот такой смысл говорят. Следующее. Мгм. Тешха. Тешха – это слово, которое означает доверие, верность. Э, Велла умер. В прямом Представь, смысле, Велла умер. у нас тоже. Вот. Да. Один момент я хотел бы также сказать насчет наших братьев, адыгов, сестер адыгов. Я видел, там одна сестра тоже писала про народ адыгский свой. Э, да воздаст вам Аллах благом. У нас вообще в истории, Аминь. когда я про шейха Мансура фильм делал, от вас была невероятно очень прекрасная реакция. Наш имам все, вот отзывы, даже больше чеченцев оставляли адыги отзывы об этом фильме. Я благодарю, это наш общий герой. Я благодарю то, что вы так поступили, что вы чтите память шейха Мансура. А также я благодарю, что вы... Вот такие комментарии были, Абдурахман, смотри, под твоим видео, под первой частью, некоторые там Наши. писали, да, некоторые писали, что, мол, мы только будем рады, если что-то, да, вот вы проясните, вы узнаете свою историю. А так, конечно же, там писали многие, что это адыги, что это адыгский и так далее, язык, но не переходя грань. И, соответственно, опять же, и Абдурахман говорил вот в нашей первой части, что вот в Хетте, они вообще, среди них находились также и вот хуриты, да, например, среди них также и были адыги, чеченцы, то есть вот поэтому мы и понимаем, у нас есть общее понимание, у нас есть некоторые слова, которые, да, мы понимаем друг друга и так далее. И поэтому я что хотел сказать, если вы сейчас, уважаемые адыги, видите это видео, и если у вас в языке тоже есть такие слова, которые сейчас Абдурахман читает, пожалуйста, с переводом пишите в комментариях. Это тоже будет общая польза. Я что хочу сказать. Адыги и чеченцы – это близкие братские народы вообще и в истории, начиная еще с 18 века, имеется в виду известные истории шейха Мансура и так далее. Поэтому я не удивлюсь то, что если мы очень даже родственные, да,
То есть сказать, на одном месте жили, бок о бок жили и так далее. Да, я также хочу добавить, когда я узнал, что адыги тоже понимают, я специально смотрел адыгский язык. Вот, ну, еще раз говорю, чтобы изучить какой-то язык, нужно, конечно, время, год, иногда два. И ввиду своей занятости вот другим делом, но я, тем не менее, поверхностно самые основные моменты адыгского языка изучал. И все местоимения в чеченском и адыгском языке одни, ну, схожие, с маленькими отличиями, например, со, се, хо, о, шу, шу, то есть одинаковые. И даже предложения, например, на адыгском я сейчас скажу, все чеченцы меня поймут. Р, с, ручка. Р, с, Да, ручка. ручка, да, за ручку. Единственное, в адыгском языке нет вот этой ю, р, с, ручка ю, или со, ву есть, который добавляется у нас, этот глагол. Да, У них да. нет вот этого глагола, а так Ага. р, с, ручка. Ну, как бы обрезаны, типа, не до конца, как будто, да, если мы вообще берем чеченский, например, и кто-то его берет, так сказать, например, не до конца, как будто говорит, да, чтобы чеченцы, чтобы, хотя мы Да. и И понимаем. даже следующее выражение поймут то снова чеченцы и адыги. Например, с уровнем С Дадаева. Да, моя С улица уровнем, называется Дадаева. да, вот Ага. адыги это понимают. То есть схожесть очень такая даже. Но это и Вот. означает, что близкие народы, что вообще, Да, что у нас языки, как бы, да, очень похожи. да, да. И вот мы остановились на слове тешха. Следующее велла. Следующее что? Дашу. Дашу. Э, вот они говорят, что дашу это что-то твердое и тяжелое. Да, и даже у Да? нас у чеченцев сегодня даже выражение есть «даш сан езю». Это свинец, Ой, именно свинец, да, свинец. дальше. Да. «Даш сан езю», тяжелое, как свинец. То есть «дашу» что-то твердое и тяжелое. И союз вот «и» есть, мы когда перечисляем «и». В хетском языке там «а», там для перечисления «а» идет. То есть Ахмада, Абдурахмана, Ислама, например, да, там через «а» это делается. Ага. И также сразу хочу обратить внимание на то, что некоторые хетские слова, в которых есть двойные согласные, как здесь дашу, да, сегодняшнем чеченском языке вот это двойные согласные, они используются только одним согласным, то есть даш, дашсан, дашу. То есть вот это одна Мгм. вот согласная. То есть это очень много встречается. Именно слова, которые и по смыслу, и по звучанию схожи с чеченским, в хетском языке, в чеченском языке вот эти слова с одним согласным. Э, вот сразу, вот это первые вот слова, которые я привожу, это самые очевидные. Следующие слова идут, следующая категория, это слова с небольшими изменениями, то есть которые немного изменяются Мгм. в точности с чеченским, но смысл и вот главное вот конструкция слова одинакова. Например, эшшул. Эшшул. Кстати, что важно еще, в разных источниках вот эти парные согласные именно с и ше, д и т. Постоянно разные бывают слова с одним и тем же смыслом. Например, здесь эшшул с определенным смыслом. Это же слово в других книгах, других ученых обнаруживается как эссул. Эссул означает добрый, приятный. Эсал. Мгм. Эсал. Вот. И здесь тоже мы видим эссул, две буквы с, сегодняшняя форма эсал, то есть одной буквой с. То есть здесь видим немного изменений есть. Следующее слово идалу, то есть аудал, идалу, аудал. Там даже такой текст был хетский, Мгм. там такой небольшой текст, и там слово идалу, Ага. и через два-три слова слово катам, то есть кьетам. Привет, там. Идалу, потом
Если я найду, я обязательно скину. То есть глупый и сразу разум имеется в виду. Разумный, разумный, глупый и разумный. Да, А, там ну, в много чей-то сравнении даже, да, представь, хаттам, да, хиятам, кат, да, да, киетам. да, Идалу означает аудал, то есть глупец, глупый. Кез означает здесь. Хуз. Чеченский вариант. Хуз. Кез. Так, следующее слово ашу. Ашу это переведено как удача. То есть в чеченском языке это. Ашу это. Вот. И следующее слово тати. Тати. Вот то, что мы сказали, что парные согласные разные бывают. Тати это означает отец. Но в других книгах дада означает отец. мгм. Либо дедушка. Как и у Да, нас, два да, да, формы, да, то есть с тех пор. да. Да, да, У нас тоже два значения, отец и дада. да, Дедушка. да, да. Либо тата, тати, дада, дади. Следующее слово пала, дать. Пала, бала. То есть снова парные согласные. Бала, что-то дать. Следующее слово гурта. И вот это вот означает керт, то есть ограждение. Керта. Это слово написано гурта, но также вот с вот этим смыслом ограждения. В хетском языке можно обнаружить слово керта, то есть в прямом, вот, как есть керта. Представь. То есть, Да. даже есть немного изменения. Гурта, то главная Мгм. форма сохранилась, означает ограждение, керт. Вот. Даже, вот что интересно, даже сейчас в Википедии, это если зайти, то можно найти город в Турции Малазгирт. Малазгирт. Если зайти в Википедию, то там обнаружишь, что прежнее старое название вот этого города Мантикерт. Мантикерт. Манц– это чеченское имя, и вот манци форма Мансик, как бы его, короче, да, типа. обвинительного падежа получается, кого чего, то есть Да. чье ограждение. Манци, Мансикер, да. да, керт, да, вот. Вот это керта и гурта тоже встречается, но даже гурта тоже вот форма сохранилась. Вот следующее слово, это тоже очень сильный знак. То есть так-то это аргументы тоже сильные, но вот это следующее тоже один из сильнейших. Слово тксан. Тксан. Переведено вместе, совместно. Тксан. То есть цан. Да, Цан. И следующее анчик или эчик. Железо. представь. Это с хетского языка все. То есть это слова, в которых есть изменения. Мгм. Следующая категория– это структуры. Структуры, соединения двух слов, как, например, тавананна. Тавананна– это титул царицы хеттов или титул жены царя хеттов. Это тоже сразу, если прописать тавананна, можно найти в Википедии. И здесь тавананна, сегодняшняя форма нана. И вот эта конструкция, масала, мягкнан, усумнан, денан, вот, вот так вот. То есть это титул царицы хеттов. Жена царя хеттов имела титул Таванана. Мгм. Или, например, структура в имени, там чье-то это имя, Урхит Яшуб. Урхит Яшуб. То есть вот это Тешуб, сын Урхи, да? Вот так вот. То есть, например, сегодня в чеченском языке, например, Даги Мухаммад, да? Докки Джунид. Урхи Тешуб. То Да, есть да, здесь да. грамматическое. Даже, да, когда отец, имя отца спереди, потом сын идет, и у этого Да, тоже вот так же это соблюдается строго, как и у нас. да. Следующая категория– это слова, некоторые слова или их части, которые объединены в одно слово. То есть это имеется в виду по моему мнению, то есть по мнению исследователя. Почему? Потому что, например, хетское слово шуллатар, шуллатар.
означает выяснение отношений, конфликт. Шул-латар. Латер, у нас латер, например, да? Да. Вот именно латар означает конфликт. Представь. Да. Да. Или, например, шумеш. Шумеш означает вы. Шумеш. И вот это шу в чеченском языке означает вы. Вы. И, кстати, в это слово есть и в адыгском тоже, как мы сказали. Все чеченские местоимения в адыгском одинаковые или очень схожи. Или, например, шмашру. Шмашру. Это борода. Шмашру. А в чеченском маж. То есть как будто бы вот либо тогда это целое слово было, либо это несколько слов соединены, э, вот, либо вот эта часть является маж. Насчет этого я еще что хочу сказать. Я считаю, вот это мое мнение, то есть я могу быть неправ. То, что там именно маж, почему? Мгм. Потому что в чеченском языке в основном то, что тонкое и имеет протяженную форму, состоит из трех букв, и первая буква бывает М. Например, здесь маж, да? Три буквы, первая М, маж. Да. Мик, ус, мас, волос, муж, веревка, муж, Ага. веревка. Да. Ма, например, рог, ма. То есть три буквы, первая М. То, что тонкое и протяженное. У этого тоже так же, да? Да, вот здесь шмашру– это борода. Я Мгм. думаю, что именно маш там имеет борода, имеет смысл борода. Почему? Потому что в хетском языке есть слово муж. Муж означает змея. Мгм. Муж на нашем языке означает веревку, да? Но То есть, похоже на змею, как бы, да, если... да. Но М. даже если в хетском означает муж, это означает змею, то вот это правило, тонкое и протяженное, состоит из вот этих трех букв, первое «м». С этим это тоже вот идентично складывается. Муж. Вот. А также, например, возможно, муж и тогда означало вот эту веревку. Может, кто-то увидел веревку, подумал, что это змея. Вот, возможно, вот есть вот. Да. Но это значения очень близкие. То есть даже догадываясь, вот это, в этом есть логика. Так, следующая категория– это слова, переводы которых отличаются от чеченского языка, но очень близки по смыслу. Например, хе переведено как дождь. Хе– это дождь. Хи. У нас как хи, да? До хи. Вода. Ну, вода же? Да. Вода. Да. Куру. Вот переведено как враждебно. Куру. Враждебно. То есть состояние как куру. Кураляшу, куру. Да, Ну, то есть он высокомерно да. разговаривает. Да. Это враждебно, здесь у нас это то есть высокомерно. То есть высокомерный настрой это и есть враждебный настрой. Конечно, конечно. Вот следующее слово арха. Арха. Переведено как удаление. То есть, что удалять что-то откуда-то. В чеченском это... Архарстаг, например. Да, да, арха. Но в чеченском языке это то, что вне, то есть то, что снаружи. Да, то, что не внутри находится, а да, снаружи, да, да. Да. Но что самое интересное, вот этой же книге, где вот к этой странице арха переведено как удаление что-то, отдаление чего-то, буквально через 50 или 70 страниц это же слово снова встречается, и оно уже переведено как выводить что-то наружу, то, что Мгм. снаружи. Мгм. Этой же книги. То есть поэтому это тоже является причиной того, что я смело начал вот писать вот хетские слова как чеченские, потому что еще раз исследователи говорят, что они этот язык не понимают, и там, где они арха переводят здесь одним смыслом, это же слово где-то в другом контексте, Ага, ну, значение близкое. да, да. Так, идем дальше. Кир, слово кир.
они перевели как сердце, кир. А у нас это вот означает ну, живот или вот, туловище. То есть снова близкие по значению. А так в чеченском языке, э, когда говоришь, что у тебя в сердце, например, тревога или печаль, мы говорим кира. Кирбог или Кирбог шбухса. Да, кир, бокшбу, да. То есть кир в основном означает живот и желудок, Мгм. но к сердцу тоже этот смысл относится. Мгм. И в хетском языке это переведено как сердце. Кир. Следующее слово тамаш. Мгм. Тамаш переведено как потрясение. О, ну, это чеченское слово, чеченское перевод. Ну, смысл перевести одно и то же. Да. Да, тамаш это Именно означает тем, удивление. потрясение. Удивление. Да. Э, вот смотри, следующее слово ДД или ТД. Вот мы сказали наверху на хетском дада или дади, то Да, есть да. отец и дедушка. А ТД не переведено, они не знают, не переведено, они не знают, что это слово означает, но предполагают, что оно связано со смыслом отца. ТД. Деде, да. Деда. В чеченском языке это отец отца, то есть отец отца. Следующее тоже, вот здесь приведены два слова. Мара, мари. Мара, мари. Точно. Ученые говорят, что непонятно, это слово мужского рода или женского. Вот в чеченском языке и мара, и мари зависит от контекста. В каком-то моменте это означает мужской род, Как то есть он женский. относится к мужскому, в каком-то к женскому. То Мгм. есть марраму, мари, яхна. М, Да, вот следующее тоже очень-очень интересно. Дала, дали. Переведено как смысл желаю, чтобы это произошло. Да будет, пусть произойдет. Дала, дали. А в чеченском полная вот эта фраза дал мукла. Дала мукла. То есть, если пожелает Господь. Да. Аллах. Да, они говорят, что они вот это используются именно для вот этого смысла. И еще, конечно, как я сказал, я не хотел растягивать в своей диссертации, а так я вот это слово искал и смотрел. Мы сказали, да, что парные согласные, они меняются в хетском языке, то есть не Мгм. меняются, а им ученые, они вот, у них разные бывают вот эти парные согласные, где-то «д», где-то «т». Есть вот какой-то у них, э, какой-то человек был, хеттов, Телепинус, Телепинус, то есть имя Телепинус. И ученый один, он разбирает вот это слово, вот это имя, точнее, этого человека, Телепинус. И он говорит, что это слово состоит из нескольких слов. То есть в этом слове телепинус Мгм. несколько значений. И он, пытаясь разобрать вот это слово, первое «т», говорит, что это означает «бог». «Т». Это его предположение. Но если просто соединить следующего телепинус, телепинус. Даже вот эта конструкция, как мы сказали, в винительном падеже, да? Родительном падеже, да. Телепинус. То есть пинус мы не знаем, конечно, что означает на чеченском языке, но тели или дели пинус, то есть Божий раб или что-то вроде этого. То есть это тоже ученые говорят. То есть они сказали первое, вот это Т они обрезали, сказали, что это означает Бог. Но мы уже отталкиваясь от того, что они не знают чеченский, и то, что много чего мы понимаем на чеченском, то есть мы выдвигаем свою версию, что там не «те» означает «Бог», а «дела», «дели». Тем более, что вот это «дала», «дали» э, имеет смысл, пусть будет, пусть так произойдет. И также в хетском языке есть слово «дельгер». Дельгер. Дельгер называли человека, который имеет высокую степень в государстве. Дельгер. В хетском языке. Дельгер. И что это означало? Так как
в хетском государстве все служили Богу, то есть начиная с короля. Это было основным обязательным действием, чтобы все были богослужителями. И Дейльгер, уже отталкиваясь от чеченского языка, мы можем понимать, что Дейльгер это означает, что человек от Бога, Дейльгер, либо, возможно, там есть продолжение, Дейльгергар, Дейльгергар, то есть человек, приближенный к Богу. Вот, потому что, еще раз, те, кто служит государству, они обязательно должны были служить Богу. Вот. И вот это слово «дейла», которое там часто встречается, у них означает «Бог». Это мое мнение. Я могу быть неправ, но все к этому идет. Следующее слово, которое они перевели как «копье» или какое-то другое оружие, но факт то, что это Мгм. оружие. Мгм. Это тура. Мою Алла. Тура. Тура, да? Да, М. это копье, какое-то другое оружие. Тура. Вот. Следующим идет фраза. Фраза «человек из типа». Человек из типа. Исследователи не поняли это слово и пытались найти это место, но не смогли, потому что человек из типа, значит, есть какое-то место, называется тип, но не смогли. Они предположили, что это может быть какой-то большой участок, который не указан. То есть вот этой книги там 3-4 страницы, где они пытаются вот это разобрать, вот это слово «человек из типа», тип. Э, А на чеченском языке тайп, то есть человек из племени, то есть человек из племени. То есть об этом человеке из типа часто встречается вот это выражение в хетском языке. Человек из типа, человек из типа. А что это за место, не могут найти. Вот и тайп, то есть человек из племени, то есть соплеменник. Вот, эм, да. Следующее это добавление эш, и меш и наш в конце э, для множественного числа. Как, например, в хетском слове кешнаш. Кешнаш– это могилы. Вот это, Подожди, кеш наш переводится хетском как могилы. То есть да, но не это, переводится, у хета есть слово кешнаш, и оно переводится как могилы. да, но вот это я хочу выяснить один момент. Ага. Вот это слово кешнаш Ага. есть в хетском языке. Но где оно употребляется? Они перевели это двумя вариантами. Первое– это то, что это название места, Ага. кешнаш, Ага. название, то есть обозначение. Второй вариант– это то, что это боярышник. Боярышник. Но я сказал, что это означает могилы, кешнеш. Почему? Еще раз, они не знают этот язык, во-первых. Во-вторых, это слово кешнеш использовано в месте, где кого-то хоронят. То есть человека хоронят в месте, которое называется кешнеш. Да, А да. боярышник, почему кто-то назвал это боярышник, это какой-то тоже русский ученый Иванов. Он предположил это. Его предположение на чем основано? Слово кешнеш они не могут понять, они поэтому же оставили это как название. Но если этому нет объяснения, то он предполагает, что это боярышник. Почему? Потому что там человека хоронят, значит, в древности там люди верили, что злые духи боятся боярышника. Поэтому Кешнеш это боярышник. То есть это такое тоже мнение. Но мы сразу видим Кешнеш, Ну, человека сразу хоронят. чеченец-то поймет. Да. И вот здесь я сразу обращаю внимание на очень важный момент вот этом правиле. В чеченской литературе есть такое выражение «перон лямнаш», то есть горы фараона, то есть обозначение огромных богатств, горы фараона. Э, вот здесь сразу обращаем внимание, да, чеченцы, которые здесь на Кавказе, фараон, который был вообще там на Африке, в Африке, в Африке. Кто-то может сказать, что вот это выражение пришло к нам из Корана, из религии. Да, в Коране много говорится о фараоне, но нигде не говорится, что у него были большие богатства.
прям горы богатств нигде нету. Э, Говорится про Каруна, у которого были очень, он был очень богат, но и то не говорится там про горы фараона. Вот это выражение, вот снова видим, чеченцы упоминают фараона. И это выражение есть в чеченской литературе. Фираон лямнаш. Теперь важный момент. Слово лямнаш есть в хетском языке? Есть. В хетском языке есть слово лямнаш. Как переводится? Написано unknown, то есть неизвестно. Это слово есть в хетском языке, лямнаш, но неизвестно, что оно означает. Вот так Представь. вот. Вот Да. фираон лямнаш. И здесь еще очень важный момент. Здесь проявляется вопрос букв Ф и П. Вот мы знаем, да, у нас в чеченском языке нету буквы Ф. Мы слова, у которых есть буква Ф, заменяем эту букву на П. Поэтому фираун, в арабском языке фираун, да, фараон, фараоа на английском. А чеченцы называют его пирун лямнаш, пирун. Ф заменено на П. Почему это важно? Потому что и в хетском языке вообще нет буквы Ф. Вообще нет в хетском языке буквы Ф. Мгм. Вот. И то, что у нас у чеченцев, да, вот, например, ну, Петмат от Фатима, Петмат от Фатима, да, или Арафа, Муздалифа, например, горы, Арапат, Муздалипат. То есть вот у нас в хетском, то есть в чеченском языке даже старшие, у них было вот это Ф заменено на П. Вот, то есть вот это и здесь сходится все. И следующим я привожу слова, на которых есть особый акцент, особое внимание уделено вот этим вот словам. Потому что у следующих слов смысл связан Мгм. с уважением и почтением. Уважение и почтение. Э, Вот это слово, то есть что значит уважение и почтение? И страх, кстати, и страх. То есть вот в этом слове содержится смысл страх и уважение. Что это значит? В арабском языке это называется хайбат. Например, если, например, на нас будет двигаться, например, в нашу сторону тигр, да, или лев, это мы будем бояться этого животного, да, потому что страх, то есть риск, который нам грозит от этих животных, да. Инстинкт самосохранения включится. Да, не страх, а инстинкт самосохранения. Да. Это просто описывал Да, смысл, да, да. чтобы... Есть хайбат, это когда страх и уважение. Например, старших мы же не боимся, как там хищных животных. Они даже если они не представляют нам угрозы, Мгм. у нас к ним и страх, и уважение. Это называется хайбат. И вот в этом слове вот эти два смысла. Ученые вот эти говорят, что вот в этом слове вот эти два смысла. Мгм. Страх и уважение вместе. Это что за слово? Слово нах. Мгм. На хетском языке слово нах. Также в хетском языке находишь слово нахши, нахти. Вот так вот. С этим смыслом. И вот я это привел как отдельный пункт, как сильных аргументов. Есть еще следующее слово из числа, так сказать, топовых аргументов. Слово, которое обозначено как победитель. Человек, который выиграл, победил. Мгм. Как оно звучит на языке? Коннах. Коннах. На хетском Конор это тот, кто победил. Да, победитель. Но То я есть они думаю, все поняли. уже можно завершить эфир хетско-чеченский язык. Я думаю, все чеченцы сейчас согласятся. Но там есть еще один сильный аргумент, дальше идет. Есть места, где Абдурахман, надо было вообще начать, знаешь как? А? Есть слово «онах» на грецком, переводится как «победил». Я думаю, все уже. Потому что ночью он обожил дважды, и это все уже. следующие два слова тоже, как мы сказали, это самые сильные, даже среди этих аргументов сильные аргументы.
следующие два слова я привел как... То есть эти два слова, они обозначения для мест. Вот они называются как обозначение каких-то вот сел или вот есть вот участки. Sorry, юхдис у нас. Давай. Слово онах и следующие два слова, этими двумя словами обозначаются конкретные регионы или места вот, на территории хетского государства. Эти два слова какие? Куммахой и хаясой. То есть куммахой, хаясой. Вот эти окончания, то есть обозначения Мгм. э, имен конкретных сел или местностей. Не сел, а конкретных местностей. Мгм. Они так в чеченском языке и обозначаются. Куммахой, хаясой. Например, шутой, да, Мгм. танхой, чеченхой. Да, да. Та же форма. Та же форма обозначения. И также, кстати, если сегодня по чеченскому обозначить хеттов, как мы обозначим? Хеттой, верно? Хеттой. И прямо сейчас, если зайти в Википедию, написать хетты, и Ага. вот хетты, русские называют их хеттами, да, англичане хеттит или хеттис, турки хеттитлер. То есть каждый вот это множественное число образовывает от зависимости от своего языка. И вот это хетты, там можно найти в Википедии старое название у греков, если я не ошибаюсь, не греки, я не помню, там, короче, древнее название хеттам, которые дали Мгм. какие-то жители, Ага. хеттой, Хеттой. хеттой, Мгм. в Википедии можно найти. Да. Вот, то есть здесь я уже больше не стал приводить оставшиеся слова, хотя эти тоже очень сильные и аргументированные. Но я вот что добавляю? Вот упоминание языка, вот в моей диссертации, то есть чеченцы сохранили религию. С чем это связано вот с хетским языком? Это связано по двум причинам. Первое, поскольку эти исследования новы, я хотел бы внести свой вклад в изучение происхождения своего народа. То есть я тоже хочу, чтобы у меня был вклад в этом. Это во-первых. Во-вторых, это главное, это основное, то есть основное, связанное с темой. У хеттов были хорошие нравы и прекрасные обычаи, и на них будет упор в последующих исследованиях э, при обсуждении принятия ислама мусульманами, принятия ислама чеченцами и их нравов. То есть это важно. То есть язык нужен. Вот мы вот сказали, и чеченцы связаны с хеттами. Это есть вот потомки хеттов. Мы это доказываем языком. Мгм. Потому что если бы вот этого языка могли бы спросить, а где доказательства, да, вот, например, при защите этой диссертации, а где доказательства? Никто это не сказал. Поэтому вот вам аргументы, никто не понимает, мы понимаем. Вот это, то есть Мгм. это нужно в дальнейшем для того, чтобы, ну, как мы сказали, принятие ислама чеченцами. И вот здесь я сам указываю на то, что все это, то есть все перечисленное, не означает, что хетты– это исключительно чеченцы, что хетты– это исключительно чеченцы, или наоборот. Э, Так как существуют и другие народы, имеющие хетские корни. Вот. И также, то есть это было первое, то есть хетты– я не говорю, что хетты– это исключительно чеченцы, потому что есть и другие народы, которые исходят от хеттов. Это первое. И наоборот. Что значит наоборот? И также я не утверждаю, что все чеченцы сегодня исключительно потомки хеттов. Почему? Мгм. Потому что вот, 3000 лет назад там сколько перемещений должно было быть. И в Чечню прибывали народы даже. Вот из последней истории мы же знаем, что все беглые приходили к чеченцам в основном. Не все, а в основном. Вот и в Чечню прибыли и другие народы,
во главе которых потомки дома пророка, саллаллаху алейхи Саллаллаху алейхи вассалям. вассалям. Их вот мы говорим народы, народы, и факт Мгм. остается фактом. Выше всех народов пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, Мгм. и потомки его дома, алейхиссалату вассалам, Мгм. выше всех народов. А так, э, перед Аллахом Аллах всех будет судить, но в этой жизни, если сравнить народы, кто от кого произошел, кто от кого идет, здесь даже сомнений нет. Э, Вот. И, кстати, еще что стоит добавить, то есть это недавно, вот на днях после первой вот этой части мне отправили вот это вот генетика и ДНК, вот я в этом вообще не разбираюсь, поэтому вот эти термины я не хочу вот это даже называть, но то я в этом не разбираюсь. Вот, ну, то, что я понял простым языком, э, группа J2, не G2, а J2, это группа хеттов, ДНК-группа, если я правильно выразился. J2 это группа хеттов. А у чеченцев, у 80% чеченцев именно J2. То есть та же группа крови, что и у хеттов. Да, это уже тоже весомо факт. Да, да, то есть это мне отправили из Википедии. То есть там одна ДНК-анализ у хеттов J2. Потом у чеченцев какая тоже J2. Мгм. То есть официально нет заявления, но мы здесь тоже связка. То есть мы сказали, что этот анализ сравнительный. И все эти сравнения идентичные вот, подходят. Так, следующее примечание. Хетты– это не хатты. Хетский народ состоял в основном, то есть в большинстве из несили и хатты. То есть неситы и хатты. Вот, несили, вот здесь, то есть это я говорю не от себя. Это чисто, ну, вот я там ссылку отправил, ссылку оставил, и вот именно в книге так и написано, что несили в основном правили страной. Мгм. Их и называют хеттами. То есть, когда говорим хетты, имеется в виду несили. И сказано, что это было большинство. Вот, ну, это в истории так написано. А хатты, ну, тоже, которые составляли основную часть, то есть несили и хатты. Основная часть хетского государства. Несили– это хетты, а хатты считаются предками черкесов и абхазов. Мгм. И это объясняет соседство чеченцев и черкесов на Кавказе на протяжении истории. И здесь я вставил карту, которая всем известна, ну не всем, а многим известна. Ага. Карта 1608 года, где на Кавказе, вот, на Северном Кавказе, Чечня и Адыги. То есть, что они были в хетском государстве, составляли основу. Здесь та же картина наблюдается. И на Кавказе то же самое. Мгм. То есть мы сказали, и языки похожи, и здесь и географически похожи. Вот. И следующий, здесь уже почти мы на завершении, Урарту. Мгм. Здесь я не стал растягивать. Здесь вот такие краткие аргументы привел. Это какие? Ученые связывают язык урарту с хетским и хуритским языками. То есть урарту связывают с хетским и хуритским языками. Вот. Если что, еще раз напоминаем, что после того, как разрушилось Хеттское царство, спустя 200 или 300 лет образовывается Урарту. Вот. И те, кто изучают это, могут это подтвердить. То есть те, кто изучает Урарту, они вот подтверждают, что Урарту связан с хеттами и хурритами. И те, кто это изучает, они это и подтверждают. Я ограничусь лишь одним примером. Добавление меш для образования множественного числа. Как мы сказали, дингер меш, вот это слово, Ага. Мгм. меш, неш, это, которое добавляется для множественного числа. Историки утверждают, что чеченцы происходят от Урарту. Также армяне говорят, что являются потомками Урарту, но это спорно. Э, Тот, кто исследует армянский язык, осознает отсутствие связи между их языком и языком урарту.
То есть это официально. Но некоторые утверждают, то есть некоторые, ну да, некоторые ученые утверждают, что язык урарту это древний армянский язык. То есть язык урарту это древний армянский язык. А каким образом это древний армянский, э, там связь тоже не находится. То есть каким образом, почему? Не находя связи в древнем языке армян, дальше идет заявление, что у армянского языка более 1000 диалектов. И один из них это язык урарту. То есть язык, который они сегодня не знают, который не похож на их древний армянский язык. Нет, там было 1000 диалектов, и один из этих диалектов наш язык. То есть вот такие вот заявления, точности нет. Это может быть правдой, может быть неправдой. Аллаху виднее, но нужно аргументировать все, что говоришь. Но здесь я указал, я специально смотрел древний армянский язык. Я вот слушал и сравнивал современный армянский язык, ну, поверхностно, и древний смотрел. И здесь вот из древнего вот один момент мне очень интересен, я его и добавил в эту диссертацию, это то, что в древнем армянском языке, как говорится, слово саг означает голова. Саг означает голова. А на чеченском это означает человек. Саг. То есть слово саг на армянском Да. голова, на чеченском то есть целый уже человек. Это может быть метафорическое использование части вместо целого. То есть часть вместо целого. Так это используется. То есть часть голова используется для обозначения всего. Например, мы же говорим, я за рулем, да? Когда мы говорим за рулем, это Мгм. означает, что в машине за рулем. Да. Это означает, что я чисто сижу и руль держу. То есть имеется в виду машина, целая Да, да, да. машина. И то есть это если с армянской стороны смотреть, то есть саг означает голова, это имеется в виду целый человек, и голова, потому что среди всех остальных животных человек выделен тем, что в голове, то есть разумом. То есть это так может быть, да? Э, так, это мы целого или наоборот? Когда целое обозначает часть. Ну да, это то, что мы сказали. Эту проблему решает хетское слово. Ну, чтобы сейчас нам нужно понять. Слово саг, да, вот в двух языках одно слово, очень близкие тоже, но точнее, какой язык. Эту проблему решает хетское слово. Урсаг. Вот мы сказали, что язык урарту связан с хетским. Вот смотрим дальше. Мгм. Хетское слово урсаг. Урсаг. Хетское слово, которое означает что? Герой. Герой. В хетском языке урсак означает герой, что показывает, что слово относится к человеку, а не к части его тела. Если урсак это герой, значит это целый человек, а не одна часть тела, голова. Этот состав, то есть саг, урсак, до сих пор используется в чеченском языке. Например, воксак, жимсак, маирсак и другие. То есть добавление саг в конце. В чеченском языке три версии. Саг, так или стаг. Вот здесь в данном случае саг. И дальше я сказал то, что я считаю. То есть это, то есть все, что мы сейчас перечислили, это более точно. И вот то, что я следующий говорю, это я говорю, я сказал. Это значит, я считаю, это можно оспорить, это может быть очень слабым аргументом. Просто для информации я это добавил. Я считаю возможным, что буква Т выпала из вот этого слова урсаг. Буква Т выпала, то есть турсаг. Турсаг. Потому что в хетском языке тур означает меч, верно? И в нашем языке, в чеченском тоже тур означает меч. Так как тур означает меч, и значение фразы может быть человек меча или человек меч. То есть человек, который несет меч, то есть герой. То есть все возвращается к вот этому смыслу. Герой. И кроме того, слово герой в современном чеченском турпал.
То есть вот это тур в начале есть, вот это слово тур, меч, турпал. Но Аллах знает лучше. Меч Турпал. Да. Не-не, герой турпал. Да, да. Конах Турпал, да. Турпал Гой. Да. И Герой. следующее, то, что я говорю, это уже заключение ученых тоже. Историки утверждают, что все попытки прочитать уральские письмена на армянском и грузинском языках потерпели неудачу. Это уже ученые говорят. Также нет уральских слов в абхазском и адыгском, черкесском языках. Это тоже ученые говорят. Исследователи склонны считать язык урарту нахско-дагестанским. Вот так написано. И среди тех, кто утверждает, что чеченцы произошли от урарту, армяне не произошли, это историки из России, Азербайджана, Турции, также сами честные армяне. То есть даже сами армяне это подтверждают, ученые. А так, Аллах лучше знает. Вот. И следующее, это уже арабы. Я здесь говорю про арабов и то, что шейх Изнаур Насерхоевский, да помилует его Амин. Аллах, Амин. что он написал, уже для чеченцев не является новым. То есть это уже было исследовано раньше. Вот. Э, вот так вот. Я думаю, э, я думаю, на этом можно уже с тему хеттов, именно языковую, и то, что мы сейчас озвучили, Мгм. заканчивать. Мгм. Э, и следующая часть уже будет, вот мы рассказали вот связь чеченского языка и хетского. Он нам нужен был именно в данной диссертации для того, чтобы объяснить то, что мы слышали от наших отцов. То, что когда до чеченцев дошел призыв ислама, чеченцы сразу приняли ислам и не стали сопротивляться, потому что есть множество схожестей. Вот. И эта тема, да, Аллах, по воле Аллаха, будет в следующей части. Иншаллах, иншаллах. Иншаллах. Абдурахман, да воздаст Аллах благом. Очень много, я тебе раньше тоже тебе говорил, действительно, не то, что схожие слова, но и перевод, и значение, и как мы в жизни употребляем, да, есть слова, которые, как переводятся, ну, чеченцам понятны, короче. Да, Чеченский язык. Вот взять чеченский язык и сопоставить, да, вот первую, вообще первая часть слов это одно и то же, как на чеченском разговаривают. Аллах Ресул, да, Алдикан Сбеком было очень интересное исследование. Так, иншаллах, также дальше будем работать в этом направлении, делать, имеется в виду, с тобой записи, ролики, а ты будешь, иншаллах, идти по этому пути, собирая да. еще побольше информации. Желаю тебе успехов. 3 ноября, Спасибо. иншаллах, 3 ноября, воскресенье, будет прямой эфир с Абдурахманом. Я постараюсь сделать, если у нас получится, и у Абдурахмана получится, если 22:30, уважаемые братья и сестры, вы сможете зайти, задать вопрос, именно тема хетты, то, что касается, и Абдурахман тоже постарается ответить. Мы проведем приятное времяпровождение. Все-таки прямой эфир – это дать возможность подписчикам, да, людям, зрителям, которые смотрят, провести, так сказать, задать несколько вопросов. И что, Абдурахман, Аллах Рейсулил, тогда давай в завершении ты тоже скажешь несколько слов. Еще раз. У хеттов очень красивые традиции, очень хорошие, и они очень схожи с чеченскими. Но вот это воровать невесту, алхамдулилlah, что его нет среди Алхамдулилlah. нас. Еще раз. Мы против этого. То есть Конечно. мы не, как говорится, мы принципиально не защищаем всех э, просто так и свои традиции. То, что правильно, правильно, то, что неправильно, неправильно. А насчет тех, На кто... первом месте религия, на первом месте Да, религия. Кто бы ты ни да, был, чеченец ты, дагестанец, ингуш, без разницы. Кто бы да. ты ни был, на первом месте религия. Если у тебя, допустит Аллах, проблемы с религией, имеется в виду, да, то у тебя на первом месте народ, то я хочу сказать, да, излечи тебя Аллах. Амин, амин. И второе, это
те, кто оскорбляет. Мы честно говорим, честно, мы даже эти оскорбления не рассматриваем, мы даже не принимаем эти оскорбления. Конечно, видим это, просто игнорируем. Этих оскорбителей было очень много вот за Если всю бы за жизнь. каждое оскорбление останавливать работу, понимаешь, Да, за каждое оскорбление, то да, ничего никто не достиг бы. Эти да, оскорбления были, это оскорбления, унижение самого себя. Но он же себя унижает, то, что это делает, понимаешь? Я тебе говорю, я их называю клавиатурными Рэмбо, понимаешь? Те, которые за да, клавиатурой. и И да, всё. вот, вот как вот у нормальных людей, как принято, если кто-то тебя оскорбил, вот, нормальный человек спросит, почему он это сказал. Если это действительно так, то он исправится. Если это не так, то тот, кто оскорбляет, он даже не может обосновать то, что он говорит. Поэтому мы на это внимание не обращаем. То есть вы можете писать, но мы это игнорировать будем. И то, что мы на это дальше молчать будем, просто чтобы знали, что это даже всерьез не воспринимают. Это хотел Зря не сказать. напрягайтесь, Боря. Зря не Да. Ну, напрягайтесь. могут напрягаться, нам с этого ничего. Хорошо. Альхамдулиллах, да, я Беркати, Абдуррахман. Иншаллах, если Аллах позволит, увидимся. Ассаламу алейкум. Алейкум салам.